Всем привет, друзья! Мы сегодня в Центре развития личности «Источник». Сегодня у нас в импровизированной студии гость Анна Новичкова, хотя это мы гости, если честно, у нее. Удивительная женщина, гипнотерапевт, руководитель, предприниматель, психолог. Пережила страшные события в своей жизни и остается счастливой. Сегодня мы узнаем, что нужно делать для этого. В последнее время в России, в особенности в Республике Коми, статистика говорит о том, что много людей, которые страдают депрессией. У вас есть такой курс «Источник внутренней силы». Есть ли какие-то правила, рекомендации, как людям, всем, найти свой источник внутренней силы, чтобы мы жили все счастливо? Хотя, казалось бы, да, сейчас ведь в мире все есть, но мы находим источники страданий. Вот расскажите правила. Может быть, практики какие-то дадите? Да, приветствую тоже всех зрителей. Благодарна вам за нашу встречу сегодняшнюю. И сегодня, да, могу поделиться тем, что главное сейчас для каждого человека — это на самом деле состояние здесь и сейчас. Да, то есть когда человек не может ощущать свой момент, то есть у него возникает какая-то тревожность, то есть он переживает за прошлое, за то, что когда-то случилось с ним, да, или переживает за то, что будет у него. То есть он не может просто жить в моменте, быть благодарным за то, что у него есть, да, за то, что он в моменте здесь там, имеет там, работу, свое состояние здоровья, близких вокруг, да, и человек начинает сам условно как будто бы придумывать себе стрессовые состояния, да. Естественно, бывает, что что-то происходит. Вот когда что-то происходит, тогда есть фактическая причина этого стрессового состояния, и с этим можно работать, да? То есть в первую очередь, если человек понимает, что он не может сам справиться, то ему нужно обратиться к специалисту, к психологу в данном случае, да, если ко мне, то это гипнотерапевту, где, погружая в специальные состояния, да, в глубокие состояния, мы можем сгармонизировать состояние человека, и у него просто уйдет источник этой тревожности, источник беспокойства, источник страха, источник боли, источник переживаний, потому что каждая эмоция, каждое чувство, каждое состояние, каждая стрессовая ситуация, она остается у человека в теле, в душе и где-то там, где он не понимает, где ее искать. То есть сам человек может не понять, где найти этот источник, который его беспокоит. И это касается и тех случаев, когда нет какой-то реальной причины, да, для страданий, для депрессии. Все у человека внешне хорошо. Да, у него есть семья, у него есть друзья, есть работа, есть какое-то его развитие внутреннее, да, какое-то внутреннее ощущение, но у него в любом случае появляется какая-то тревожность. То есть с этим тоже можно работать через свои внутренние состояния, потому что на самом деле причина всего находится внутри. Внешние события — это только следствия того, что находится внутри. Поэтому самое главное — это убрать то, что человека беспокоит, что вызывает постоянные триггеры, что вызывает какие-то эмоции, какие-то нересурсные реакции, да, то есть какие-то деструктивные реакции. Потому что вот то, что на самом деле управляет состоянием человека, он может этого даже не понимать, не осознавать и даже не знать. Поэтому на самом деле это кроется далеко в бессознательном, где-то глубоко. И когда человек научится слышать себя, если самостоятельно он хочет это решить, да, то ему нужно просто погружаться в свои внутренние ощущения. Больше быть внутри себя, чтобы осознать эти процессы, чем гнаться за какими-то внешними составляющими, да, за какими-то достижениями, чтобы быть счастливым. Да? То есть от достижений человек счастливым не станет.
Да? То есть он может быть счастливым сейчас в моменте, независимо от того, достиг он чего-то или не достиг. То есть вот задача человека, каждого человека на Земле, и задача каждого психолога, мастера, гипнотерапевта, специалиста, да, который работает с человеком, создать такое состояние, когда человек становится счастливым прямо сейчас. Но для этого нужно убрать те источники тревожности, страданий, несчастья, неудовлетворенности, которые есть в нем уже изначально. Это может быть его источники, а может быть чужие источники, тех же, например, родительских страданий. Да? То есть он может просто это носить в себе, но это не значит, что это состояние его родное, да, исконное. Либо он может приобрести это состояние тогда, когда он был еще, например, в животе у мамы, да, внутриутробно, либо когда он только родился. На самом деле все состояния прописываются у человека до 1,5 лет. После 1,5 лет они уже просто распаковываются, то есть все зачатки уже заложены в человека. Вот все, как прошел период до 1,5 лет, это самый важный период в жизни человека, потому что в нем закладываются определенное программное обеспечение, так сказать, да? А потом вот эти зачатки, они уже начинают в жизни распаковываться через ситуации, через события, через встречи определенных людей, через какие-то ситуации, там, счастливые, несчастливые. То есть все это начинает просто в человеке как зерно прорастать и раскрываться. А что важно в этот вот период до 1,5 лет тогда делать родителям? Важно осознавать то, что каждая их реакция, каждая их эмоция, каждое их неосознанное поведение будет влиять на всю жизнь этого ребенка. Ну, естественно, не нужно при нем ругаться, ну, условно, да, если мы так назовем, то нужно в семье соблюдать вот эту вот экологичную атмосферу, когда человек может не ругаться, а договариваться, да, когда человек, проявляя эмоции, может их вывести через шутку, не через гнев, не через агрессию, не через там, ненависть или месть там, или еще что-нибудь, да, а через шутку. Самое главное — уметь через юмор и через шутку выводить свои эмоции, уметь посмеяться над чьей-то ошибкой, над своей ошибкой, да? Не принимать близко к сердцу такие вещи, которые, по сути, говорит не сам собеседник, не сам человек, который рядом, а тем более ребенок. Да? То есть слова ребенка, поступки ребенка, вообще нет смысла вот так вот серьезно воспринимать, как воспринимают это некоторые взрослые. Да? Потому что, по сути, слова, эмоции, чувства, переживания ребенка — это отражение внутреннего мира его мамы или папы. Поэтому, по сути, люди сами себе противоречат, и они ругают детей, когда им там годик или 1,5 года или еще меньше, за то, что дети отражают их внутреннее состояние. А по сути, ребенок до 7 лет отражает полностью внутреннее состояние того человека, который с ним на тесной связи. Это может быть либо мама, либо папа, либо бабушка, либо там в каких-то случаях няня, если няня теснее, да, общается с ребенком и больше влияет на него. Вот, поэтому... Вы разве не кричите на детей? Если я полностью в ресурсе, нет, я не кричу на детей. То есть раньше я кричала на детей, когда я чувствовала свою неудовлетворенность, да, то есть когда человек кричит на детей, тогда он чувствует, что у него внутри есть какая-то боль, вот тот самый триггер, который он не может объяснить, он не может ничего с ним сделать, и он им управляет. Да? А задача человека, чтобы не депрессия им управляла, не эмоции им управляли, не какие-то ситуации внешние им управляли, а чтобы он управлял всем этим. Вот для этого и нужна внутренняя сила человеку. Внутренняя сила, которая может помочь ему спокойно реагировать, спокойно разбираться в ситуациях, спокойно понимать, что здесь, условно, мой партнер, либо мой ребенок отражает такую-то ситуацию, да, и понимать, что с этой ситуацией нужно справиться тебе, потому что это тебе отражают.
да? Иначе ты бы это не заметил. Если это отражают не человеку, значит он просто пройдет мимо и не заметит, и это не будет для него значимо. Вот, поэтому, что касается закладки фундамента, она происходит в раннем детстве. Вот. А потом с этим могут работать пока родители, пока ребенок маленький, да, чтобы ему, если даже получены какие-то травмы, чтобы ему можно было гармонично с ними справляться. Да, то есть признать, что да, это сформировала я сама в своем ребенке. Да, там какие-то нежелательные реакции, например. Опять-таки я говорю только в том случае, если нету никаких клинических подтверждений, да, если нету элементарно там психиатрических заболеваний, это уже лечится клинически, да, то есть это уже работа психиатра. Да, мы разговариваем с уровня психосоматики, психологии, гипнотерапии, психотерапии, да, то есть психотехнологий, с которыми можно работать, когда нету серьезных клинических случаев. Вот. Если серьезные клинические случаи, это тоже бывает, это уже лечится у психиатра. Вот. А так, если человек понимает, что это просто эмоции, да, это какие-то страдания, состояния, то с этим нужно работать осознанно, перенося внимание на настоящий момент, на то, что человеку приносит вообще счастье в настоящем моменте. И это... Но вот это как будто бы, знаете, легко сказать, живи здесь и сейчас. А ну, как это начинать делать? Потому что иногда, ну вот я по себе могу сказать, ты думаешь, переживаешь о каких-то моментах, которые еще не произошли, но ты там думаешь что-то, это не про спокойствие какое-то может даже быть. Вот как возвращаться, вот вы говорите к себе, да, там, к внутренним ощущениям, я думаю, что для многих зрителей это будет полезная информация про вот жизнь здесь и сейчас, как научиться так жить. Ну, во-первых, у нас всегда есть тело. Да? То есть у нас есть тело, и на самом деле тело может рассказать человеку обо всем и помочь во всем. Первое, что есть в теле, это дыхание. Это наш вдох и наш выдох. Да? То есть, чтобы в моменте замедлиться, чтобы в моменте решить какую-то эмоциональную негативную реакцию, да, либо заведение в какое-то эмоциональное состояние, слишком яркое, да, можно переключиться на свои внутренние ощущения. И человеку нужно учиться слышать себя и свое тело. Вот, допустим, когда я разговариваю с человеком, да, все мое тело разговаривает с этим человеком. И я понимаю, то, что говорит человек, это правда, либо это неправда. Это он в это слепо верит, или он в это не верит, например, это какая-то чужая информация, да, которую он просто пересказывает. Это то, ну, условно, чему нужно слишком сильно сопереживать, да, то есть и вот это все раскрывается в теле самого человека, когда он научится слушать себя. То есть элементарно каждый день останавливаясь буквально на 20-25 минут, просто останавливаясь, делая вдох-выдох и просто находясь в тишине. То есть это человеку уже поможет чувствовать себя. То есть задача человека научиться чувствовать свое тело. Да? Допустим, когда я проходила свои практики, я четко прокачала в себе вот эту способность, да, чувствовать всем телом. И когда я что-то говорю, когда я прохожу какое-то обучение, да, если это обучение вот прямо откликается, если это мое, если это мне нужно, если меня это зажигает, у меня работает все тело. То есть у меня вибрирует все тело, у меня проходят волны, можно хоть как это называть, можно называть энергия, можно называть там драйв, эйфория, либо еще что-то, но это все чувствуется в теле. И я нахожусь в этот момент в моменте, как раз-таки в настоящем моменте. Я не думаю, будет ли мне полезно, например, это обучение там, через год. Да? Я не вспоминаю, ах, почему я 10 лет туда еще не приходила. Да? То есть
Ты в моменте понимаешь, что ты разговариваешь, ты находишься в ситуации, ты слушаешь собеседника, да. Здесь еще есть обратный момент, да, когда человек, имея вот эту вот сенсорность, имея эту чувственность, эмпатичность, эмоциональность, да, то есть умение сопереживать, слишком сильно начинает вовлекаться в процессы не свои, да, а чужие. То есть здесь тоже нужно это оценивать, вовремя понимать и осознавать, что у меня этих эмоций не было, да, я поговорила с человеком и сонастроилась с ним, и теперь у меня появились эти эмоции, да, и уметь тоже их сбрасывать. То есть если вы чувствуете, что вы, например, впитали нечто чужое, есть прекрасная практика, которая может сбросить все чужое, что вам не принадлежит, да? Лишний вес. Да, сбрасывайте. Не мое. Вот, то есть вы вошли в какую-то ситуацию, вы получили какой-то эмоциональный заряд, какой-то стресс, какое-то чувство некое, да, с которым вы не хотите дальше идти. Вы просто вышли зашли в туалет, там, я не знаю, зашли в другую комнату и сделали движения для тела не характерные. Например, протряслись, да, то есть сделать что-то необычное, либо сделали глубокий вдох-выдох, потянулись, растянулись и сбросили на выдохе, да, то есть нужно сделать для тела что-то такое нехарактерное, что оно не делает ежедневно, да, чтобы тело не начало это приобретать в себе. То есть если человек почувствовал, что эта эмоция не моя, и ничего для этого не сделал, а тело сохранил в том же состоянии, то тело понимает, ага, теперь это мое, буду так жить. Да? То есть, чтобы показать телу, что это не мое, я с этим жить не собираюсь, вы просто делаете после этого момента, как отследили, делаете просто нехарактерное движение для тела, либо попрыгать на одном месте, да, там простучать себя, там еще что-нибудь сделать, но что-то такое, что покажет вашему телу, вашему подсознанию, что я это не беру, да, я это стираю. Есть даже фраза такая для подсознания: стерто, стерто, стерто. И вообще я могу посоветовать для тех людей, кто уже чувствует, что он, условно, погряз, да, что он не может выйти там из негативного мышления какого-то, да, из постоянных переживаний, из осуждений, там, сплетен, там, то есть каких-то вот состояний, которые заводят его в минус, да, забирают его ресурсы, то есть они не дают ему развиваться, они не дают чувствовать себя, то есть он направлен на внешнее, на кого-то, на что-то, на какие-то воспоминания, на какие-то ситуации. То есть первое, что нужно делать, это не разговаривать ни с кем о прошлом и что не так. Конечно, кроме своего терапевта. Да? То есть к терапевту, к психологу, к гипнотерапевту вы приходите, вы передаете все, что вас беспокоит. Но на улицах с друзьями не обсуждать никакие негативные разговоры, да, никакие негативные темы. То есть, и если такое токсичное окружение у человека, да, потому что человека формирует его среда, то просто нужно корректно ему сказать, что извини, я намерен находиться сегодня в гармоничном, спокойном, счастливом состоянии. И мне совсем не хочется говорить о болезнях, о том, что не так, о том, что у кого произошло плохого, там, обсуждать какие-то катаклизмы, убийства, войны, то есть что-то. То есть я не хочу впредь в эти темы погружаться. Да, и если человек адекватный, он поймет. Да, если у человека что-то произошло, естественно, вы посочувствуете, вы сделаете все от вас возможное, но вы это к себе принимать не будете. Да? Можно вот той методикой воспользоваться, которую я сказала. Потом не говорить о болезнях. Не сплетничать, да, не обсуждать все, что было в прошлом, даже если это яркое какое-то эмоционально наполненное позитивное событие, это тоже может забирать энергию, ресурсы из настоящего. То есть представьте, что у вас в настоящем есть такой заряд счастья, да, то есть вот у вас 100% счастья в настоящем моменте. Вы пошли,
поговорили с кем-то о том, что у него не получилось, там, машина там врезалась или еще что-нибудь, и взяли из этого 100% баланса счастья, кусочек отпилили и отдали в прошлое. Хотя это прошлое и этот разговор о каком-то негативном событии никакого смысла вот здесь и сейчас не имеет. Он не принесет фактически ни материальных, ни эмоциональных, никаких результатов. То есть вы просто отдали свой кусочек счастья на какую-то эфемерную ситуацию, на какой-то разговор. То же самое касается и будущего, да? Когда у человека какие-то иллюзии, какие-то мечты, какие-то желания, но он сидит на диване и просто желает, ничего для этого не делая, то он берет из своего баланса счастья, кусочек отрезает и отправляет туда. И у него так и идет то на прошлое, то на будущее. Вот он говорит, вот когда-нибудь в будущем я буду жить счастливо. Да? А почему у тебя уже здесь есть баланс счастья, почему ты сейчас не живешь счастливо? Зачем ты будешь ждать будущего? И будешь отдавать свое счастье в настоящем на будущее? Где в этом смысл? То есть это будущее счастье, оно тоже не приносит человеку счастья в моменте. И если вот это, получается, мечта, да, к которой человек хочет стремиться, но ничего для этого не делает, она тоже может являться сливом его ресурса, его энергии в настоящем моменте. Для того, чтобы этого не происходило, разговоры нужно заменять на позитивные, а мечты нужно подкреплять действиями. То есть, когда мы не просто в иллюзии находимся, да, а когда мы к этому что-то еще добавляем, да, то есть для того, чтобы у человека формировалась полная гармония, он достигал своих целей, да, он приходил к своим мечтам, да, там, у него было там, здоровье, там, отношения крепкие, еще что-то. Для этого нужен баланс нескольких составляющих. Первое – это состояние. То есть состояние счастья, состояние того, что у тебя уже это есть, нужно формировать прямо сейчас, независимо от того, есть у тебя уже это или нет. То есть состояние – это первично. Как его начать формировать? Представлять, то есть заходить в ту же самую мечту, представлять, как будто у тебя уже это есть. Да? Вот когда у меня ничего не было, я представляла себя вот в белом костюме, рядом там с центром своим, да, рядом там с машиной, там, с любимым мужем, там, с детьми. То есть у меня этого еще ничего не было, я просто представляла. Но отличие от иллюзии в чем? В том, что я еще и шла к этому. То есть помимо состояния нужны еще и действия. Конкретные действия, которые приближают тебя к этому состоянию счастья. Но этого тоже недостаточно. Помимо состояния и помимо действий нужна еще информация. Человек с недостаточным количеством информации, он просто может сделать неправильные действия, да, или пойти, совершить ошибку и остановиться, например, да. Поэтому ему нужно постоянно заниматься своим саморазвитием, своим образованием, повышением квалификации, обучением, да, то есть он должен постоянно совершенствоваться. А это не про гонку за успешным успехом? Когда в зависимости от амбиций и от того, какая именно у человека цель, да, у кого-то цель счастливая семья, да, а у кого-то центр какой-то огромный центр реабилитационный, восстановительный, а у кого-то огромное количество центров по всему миру, да, например. Кто-то там президентом хочет стать, а для кого-то очень хорошо было бы стать инженером, да, и это верх его амбиций. То есть смотря, что человек хочет в жизни. Вот, поэтому, когда нарабатывается вот этот ресурс, и амбиции могут увеличиваться у человека, и состояние, оно не должно быть тем, как будто бы не сейчас у меня это есть счастье, а будет тогда, когда я достигну. Это как раз-таки и есть достигаторство, потому что человек, который достигнет цели, он ее обесценит, и он поставит другую, будет идти к другой цели, то есть он не будет удовлетворен.
Да, то есть, и вот это и называется гонка, когда человек, достигнув цели, ей не удовлетворен, ему надо дальше бежать. Да? А наша задача идти к этой цели, получать удовольствие в моменте, то есть вот это счастье держать в настоящем, да? Не отправлять его ни в прошлое, ни в будущее. То есть счастье держать здесь и сейчас. А для этого нужен фокус на себя. Фокус на себя, на свои внутренние ощущения. Каждый человек обязан просто научиться слышать свое тело. Если человек что-то говорит, предлагает, там, поехали туда, или давай откроем такой-то бизнес, или давай сделаем это, и у человека сжимается все тело, у него происходит внутреннее сопротивление, у него какая-то появляется дрожь, или у него какие-то чувства проявляются, которые, говорят ему: нет, тебе туда не надо. Но он не слушает, и он через ум: ну да, умный человек сказал, надо делать, идем и делаем. И он уже где-то вот на цели этой понимает, что, так это вообще не моя была мечта, это была мечта того человека, а я ему помог, да, а сам-то я хотел с детства на скрипке играть вообще. Вот как раз-таки это и свидетельствует о том, что человек вовремя не услышал себя. А когда человека зовут, говорят: вот давай, мы сейчас с тобой вместе откроем центр, мы сейчас там поможем миллиону жителей планеты Земля, да, они будут счастливыми, они выйдут из депрессии, там, они развьют свой бизнес, там, у них родится там по 4 детей, да, то есть и ты чувствуешь, что у тебя поднимается внутри, то есть что тебя это заряжает идея, то вот оно, это твое внутреннее ощущение. И вот эти внутренние ощущения нужно сначала научиться в себе отслеживать, а потом жить по ним. Не каждый человек может отключиться от ума, да, от анализа, и это тоже нормально. Некоторым людям нужно только через анализ подходить, но некоторым людям нужно через свои внутренние ощущения. Но все категории, да, то есть все люди любых национальностей, любых видов, любых сфер деятельности, они все имеют тело. Поэтому тело никогда не врет. Если тебя ноги не ведут на твою работу, значит, это не твоя работа. Значит, у тебя есть какое-то внутреннее качество, либо какой-то внутренний талант, который хочет раскрыться, а ты его заглушаешь. Твое тело хочет играть в футбол, да? А ты ходишь, условно, я не знаю, что там, я не знаю, какой-нибудь пример, да, там ходишь в офис, там выполняешь какую-то работу, да, а тело хочет активности, да, твой гормональный фон требует активности. Вот как раз-таки на курсе «Источник внутренней силы» сначала мы тестируем каждого человека на то, какие у него изначальные качества, да, то есть какие у него свойства организма, свойства гормонального фона, какие у него архетипы, какие у него там качества, темперамент и так далее. То есть что из себя представляет этот человек по нумерологии, то есть разбираем его дату рождения, то есть вообще что ему свойственно, какое у него предназначение и вообще тем ли он в жизни занимается, что ему не нравится. То есть раз человек пришел на курс, значит что-то он в своей жизни хочет изменить. И вот для того, чтобы это изменить, сначала мы делаем полную его распаковку. То есть что он в жизни делает не так, почему у него что-то на данный момент, на сегодняшний день не получается, и где ему нужно усилиться, в чем ему нужно поменять фокус, и на что нужно направить свое внимание, и направить вот это состояние счастья, и никогда с ним не разлучаться. То есть состояние счастья, оно здесь. Отдашь на прошлое, оно будет там. Вот такое ощущение, что человек всегда должен держать его при себе. Вот представить, что вот здесь мое состояние счастья. Любой негативный разговор, оно уходит, да? Любая мечта лежа на диване без действий, оно тоже уходит. Поэтому все свое состояние счастья я желаю каждому человеку носить с собой и никуда это не отдавать.
И только тогда у человека будут гармоничные отношения, будет гармоничное общение с детьми, будет экологичное воспитание своих детей, да, то есть будет понимание того, откуда происходят эмоции, откуда происходят там какие-то неудовлетворенности в жизни, и не будет возникать состояние депрессии вообще в принципе. Поэтому если такое состояние возникает, это тоже неплохо, то есть это показатель того, что подсознание подает сигнал: поменяйся. Поменяй что-то в своей жизни. Ты делаешь то, что тебе не нравится, то, что не приносит твое счастье. Твое счастье куда-то убежало. И вот человеку в это время нужно просто остановиться. Остановиться и сделать переоценку своих ценностей, своих привычек, своего круга общения. Может, у него в кругу общения все такие же, с депрессией, которые не ощущают счастья, которым нужно счастье заглушить там, либо алкоголем, либо курением, либо там, перееданием, либо там, еще чем-нибудь. Да? Либо все вместе. Либо все вместе. Вот. Поэтому, чтобы вот этих вот потребностей не... Когда у человека есть внутреннее ощущение, что вот хожу я на работу, и мне это нравится. Вот общаюсь я с друзьями, и мне это нравится. Играю я с ребенком, и мне это нравится. Тогда не будет желания у человека заесть, запить, забегать. Ведь беготня – это тоже своего рода убегание от себя. Да, когда человеку постоянно надо что-то делать, лишь бы он не остался наедине с собой, и лишь бы он не начал ощущать эту внутреннюю боль. Да? Внутреннюю боль и вот это вот какое-то недостающее чувство некой тревожности. Поэтому очень удобно просто начать бегать, делать какие-то ненужные дела и заниматься достигаторством. Зато боли не чувствуется. Но это все своего рода убегание. А зачем это нужно? Это не нужно. Поэтому каждому нужно найти вот это счастье прямо сейчас, представить его в виде какого-то воздушного шарика, да, в виде какого-то резервуара, и оно вот прямо в центре вашего тела, оно находится здесь, прямо вот здесь, вот в серединке нашего тела, и нигде больше. И концентрировать вот это состояние счастья на себе. Если человек самостоятельно это не может, то, естественно, есть специалисты. У меня есть канал в Телеграме, где бесплатно каждое утро мы проводим медитации. Да? То есть либо медитации, направленные на ощущение внутренней тишины, либо конкретные на проработку каких-то, там, проработка внутреннего ребенка, да? Сепарация с родителями. Это все немаловажно. То есть это очень важно каждому человеку выстроить правильные роли, да, в своей жизни, в своей семье, осчастливить своего внутреннего ребенка, да, то есть кто хочет счастья, кто хочет вкусняшек, кто хочет приключений, развлечений, внутренний ребенок, а кто заходит в депрессию, у кого внутренний ребенок этого ничего не получает. Да? А когда человек в ресурсе находится, да, то есть он находится в достатке, то есть у внутреннего ребенка все есть. Когда надо, его вывозят на море, да? Когда надо, ему дают там полезные сладости, там, фрукты, когда надо, ему покупают там туфли новые, да? То есть когда ему все достает, да, когда у него хватает на себя времени, да, тогда все хорошо. А когда внутренний ребенок чувствует, что, тут кто-то все бегает, там то курит, то пьет, а мне-то ничего не попадает, тогда происходит вот как раз-таки дефицит. Да? Дефицит того, что требуется человеку. То есть внутренний ребенок – это отражение вашего бессознательного, которое формирует слепок вашего тела. Да? И тело никогда не врет. Если человек говорит, что он счастлив, а у него глаза вот такие, там, рот там, я не знаю, тоже все время такой грустный, он вот так ходит, сгорбившись, то внутренний ребенок у этого человека точно несчастлив. Поэтому нужно все поставить на свои гармоничные правильные места. В этом как раз-таки помогает специалист. Через гипнотерапию это происходит намного быстрее. Через гипнотерапию человек погружается в то состояние, где он может напрямую разговаривать своим бессознательным, без слов, а через ощущение, через состояние.
Поэтому гипнотерапия дает быстрейшие результаты, нежели просто беседы с психологом. Да? Конечно, если психолог опытный, да, если у него есть большая практика, если он умеет работать с состояниями, если он умеет завести человека в состояние счастья просто так, ничего ему не сказав, это, конечно, величайшая благодарность таким специалистам, да? Но, к сожалению, их немного. Да? И, как правило, человеку нужно просто обратиться. Да, там, допустим, если мне что-то нужно, я беру свою страничку ВКонтакте и пишу: вот знаете, люди, вот мне нужно решить такой вопрос, и я просто обращаюсь. Да? Я не думаю, вот, как мне решить этот вопрос, если я это никогда не знала и не делала, да, сама с собой. Как я могу решить этот вопрос? Конечно, я буду обращаться. И также каждый человек, если он чувствует, что он не может выйти из состояния, то есть если он каждый день приходит, и ему там не с детьми хочется своими играть, а выпить, да, или там не счастье, ну, не в счастливых отношениях, допустим, побеседовать со своим партнером, а убежать куда-нибудь, там сказать: у меня курсы, извините, меня нету, да, то есть понятно, что у человека нету вот этих контактов, точек соприкосновения со своими элементарно с близкими людьми, да, то есть полно есть таких вот ситуаций, которые показывают, что человек не чувствует счастья в моменте. И каждый уже после нашего сегодняшнего диалога может найти в себе вот эти моменты, где да, наверное, я тоже не совсем чувствую вот в своей жизни счастье. И просто обратиться, да, за бесплатными какими-то консультациями, либо на платную консультацию, если уже есть решимость, да, и просто ему помогут. Главное не молчать и не варить это в себе, а начать просто действовать, начать искать людей, у которых уже это получилось, либо которые могут помочь. Вот. Я смотрела ваше видео, и там это психофункциональная разблокировка. И у людей дергались сами ноги, тело. Как это происходит? Это очень похоже на какой-то сеанс магии, но я понимаю, что это полная психология, и это наука. И можете рассказать, вот, как это у людей может так происходить? Да. Что вы делаете с ними? Сеанс психофункциональной разблокировки. Я провожу эти сеансы, их можно проходить как индивидуально, так и в группах. И так очень полезно. В группах даже некоторые, если даже стесняются, но я все равно рекомендую, в группах тоже очень полезно, потому что каждый человек еще и друг друга заряжает. Да? То есть вообще работает все поле. И по сути, чем больше человек в этом поле, тем мощнее работа на бессознательном. На самом деле тут происходит все на бессознательном уровне. Когда я просто помогаю человеку зайти в необходимое состояние, в котором он может отключить контролера внутреннего, свой ум, свою аналитическую превосходную способность, да, и просто отдаться ощущениям, отдаться состоянием тела. И вот, допустим, ребенку, да, родители, ребенок был подвижный, активный, у него любознательный, ему все хотелось попробовать, почувствовать, понюхать, там еще что-нибудь, а родители говорили: сиди, да, например, либо там не плачь, либо не кричи, либо там еще какие-то различные слова, которые просто запрещали человеку чувствовать в моменте то, что он чувствует. Да? И ребенок просто, его мозг подал импульс к действию, а он его в моменте заблокировал. Потому что ему не разрешили говорить, не разрешили чувствовать, не разрешили прыгать, не разрешили там смеяться, плакать и так далее, да? И он просто это в моменте заглушил. И вот этот заглушенный акт, он превращается во внутренний конфликт. И он никуда не девается из тела, он сохраняется в каком-то участке тела. И вот каждый момент запрета,
испуга, там, гнева, то есть каких-то эмоциональных состояниях происходят вот маленькие такие внутренние бессознательные конфликты. И эти конфликты все записаны в мышцах, в теле этого человека. И их огромное количество. Чем суровее среда, условно, да, где формировалась личность, тем больше вот этих конфликтов запечатано в теле. И как раз-таки в этом сеансе я позволяю человеку отпустить эти конфликты, то есть просто помогая ему войти в необходимое состояние, когда он может уже не контролировать, да, ему сказали: контролируй, сиди ровно, ногами не болтай, да, не смейся, не разговаривай, там, терпи, хочешь в туалет, не пойдешь в туалет, да, то есть всякие различные запреты могут родители придумывать, то есть они на это очень изобретательные. И как раз-таки вот это вот все и не дает человеку спокойно жить. И заводит уже к зачаткам вот этого депрессивного, тревожного состояния. Да? И на сеансе у человека появляется возможность отключить вот этот контроль, отключить необходимость делать то телу, что говорит ему мозг, да? То есть как будто бы реакции мозга и реакции тела, они расходятся по разным направлениям, мозг отдыхает, контролер отдыхает, а тело начинает активно завершать все незавершенные мышечные конфликты, которые он когда-либо получил в своей жизни, будучи внутриутробно, будучи в раннем детском возрасте и во взрослом возрасте. То есть в любой период жизни все это хранится в мышечной памяти. Мышцы помнят все, тело никогда не врет. Поэтому и человеку в этом сеансе нужно просто позволить телу допрожить, перепрожить все эти незавершенные конфликты, чтобы он больше просто их в своей жизни не носил. А каждый конфликт, он требует соответствующей ситуации, да, то есть и чем больше этих внутренних незавершенных конфликтов, тем больше нежелательных ситуаций человек себе привлекает, потому что ему нужно бессознательно завершить этот конфликт, поэтому он ищет похожую ситуацию в жизни, чтобы через нее хотя бы он мог завершить. Но это, как правило, не происходит, потому что это уже другая ситуация. И через работу с психологом этим можно заниматься бесконечно, потому что этих ситуаций может быть огромное количество, да, и ты всю жизнь можешь прорабатывать одну, вторую, третью, четвертую ситуацию. А через этот сеанс психофункциональной разблокировки ты просто можешь массово вывести из тела все, что тебе больше не нужно на настоящий момент, чтобы в настоящем моменте остаться со своим состоянием счастья, именно со своим, да, не с чужими приобретенными, имплантированными состояниями, а остаться наедине с собой. И человек, когда поднимается с сеанса, я говорю: что ты чувствуешь? А он говорит: я чувствую свободу. Хотя человеку может быть 30 лет, 40, 50, 60. И он никогда эту свободу не чувствовал. Он всю жизнь жил в состоянии несвободы и в состоянии зависимости от каких-то прошлых, чужих, ненужных ему состояний. То есть он не чувствовал свое тело, не мог, просто тело было заблокировано полностью. Вот. А такая мощная разблокировка, происходя на сеансе, дает возможность человеку наконец почувствовать свое тело. И уже с этого момента находиться в этих ощущениях, в этих состояниях себя настоящего. И уже не позволять и не привлекать подобные ситуации, которые вызывают внутренние конфликты. И, естественно, уже генерировать, только в этот момент можно уже генерировать состояние счастья. Пока тело полностью заблокировано, если я буду неделю человеку говорить про счастье, он не поймет, потому что там занято место, то есть место занято, то есть его надо сначала освободить, да, а потом уже наполнять его счастьем. Вот и через психофункциональную разблокировку и через гипнотерапию это происходит быстрее. Не нужно тратить на это 1000 жизней.
да, или миллион лет там своих возможностей каких-то. Поэтому человек просто быстро и легко может освободиться от того, что ему больше не нужно, и начать уже заниматься тем, что ему нужно. Вы пережили очень страшные события. У вас умер муж, вы остались одна с 3 детьми. И по ощущениям вы очень быстро вошли в состояние дальше жить, не выживать, не страдать, жить полной жизнью. Можете сказать, я думаю, что сейчас эта информация пригодится многим зрителям, многим женщинам, что нужно делать для того, чтобы не то чтобы даже быстрее, а просто смочь пережить такое событие? Ну, смотрите, конечно, это событие, то есть для каждого человека будет шокирующим, будет стрессовым, будет таким, ну, невозможно это передать, да, то есть у каждого человека будет ощущение страданий, это 100%. Но самое главное, с самого начала их не заглушать, то есть не делать тех состояний, когда ты как будто бы ничего не происходит, да, то есть позволить себе их прожить. То есть на первой стадии нужно позволить себе их прожить. Если хочется плакать, надо плакать. Хочется говорить, надо говорить. Обязательно, если сам человек не справляется, то можно идти к специалисту. Так как я сама специалист, и я знаю, что я затягивать в своей жизни ничего не намерена, то я сразу же пошла к тем специалистам, которые мне помогли, да, то есть которые вовремя вывели то состояние, которое мне было не нужно, чтобы я была в ресурсе. У меня очень много, так как я очень много путешествую, очень много езжу на различные курсы, на различные ретриты, на различные обучения, у меня очень много профессионалов, друзей в разных городах, то есть это не только Сыктывкар, да. Сейчас вот я вернулась с Питера, где тоже, можно сказать, встречалась со своими духовными друзьями, да, с коллегами, со своей такой другой семьей, да, то есть это тоже некого рода семья, когда ты вместе развиваешься, когда ты вот в профессиональной сфере вместе идешь, помогаешь друг другу. Вот я как раз-таки применяла гипнотерапию, применяла энергосборку, применяла психофункциональную разблокировку. То есть я все, что могла делать себе сама, я это делала. Все, в чем мне могли помочь специалисты, да, то есть по биоэнергетике, у меня друг с Питера, он дистанционно мне помогает, когда мне нужно, то есть я почувствую там, допустим, печень перегружена, да, много эмоций, например, не перевариваются, или там внутри душевная боль, страдания, да, то есть я просто обращаюсь к нужным специалистам, и я не говорю, что я там какая-то великая, которая там может любое там событие пережить, но просто нужно обращаться. Нужно не затягивать это все. Если человек чувствует, что у него это затягивается, что он там при каждой мысли готов уже заплакать, да, то есть, то тогда нужно, конечно, это все отпускать. Потому что экологично и для тебя, и для души, которая покидает этот мир, да, что о нем поплачут там первые 9 дней, 40 дней, и потом уже отпустят, да, то есть потому что у души другие задачи. И как раз для этого человек должен находиться в осознанной позиции. Да. Очень удобно заходить в страдания, если нету изначально этого состояния счастья. То есть, когда человек не почувствовал, не обрел вот это состояние, тогда ему ничего не остается, как просто зайти в непрекращающиеся страдания. И в этом жить. Как будто бы страдать легче даже, да. чем уходить осознанно в состояние счастливой жизни. Угу. В
страдать легче, и потом все-таки общество состоит, если по процентам смотреть, все-таки больший процент пока на самом деле и составляет люди, которые находятся в нересурсном состоянии, да, то есть страдают. Те, которые ощущают счастье, которые там независимые, счастливые, успешные, там предприниматели, либо бизнесмены, либо просто счастливые, там семьянины, да, то есть это же не от качества человека зависит, это от состояния, то есть их все-таки больше, и у человека еще и возникает чувство вины. То есть, вроде как я неправильно, как мне некоторые родственники говорили, ты какая-то как же сказать, какая-то ты плохая вдова, то есть ты плохо выполняешь функции вдовы, то есть ты не должна сейчас там что-то делать, да, там как-то заниматься своей жизнью, радоваться, у тебя функция вдовы, ты должна там ее выполнить. Я говорю, у меня своя функция вдовы, да, то есть я вдова, но от моего состояния не должен стать несчастным ни один человек вокруг меня. То есть так как я все-таки известный человек, да, у меня как минимум там 10 тысяч подписчиков ВКонтакте, которые останавливают меня на улице, которые следят за тем, что я пишу, которых я мотивирую, которые смотрят там на мои отношения, смотрят на мой рост, там, на мою какую-то жизнь и вдохновляются от этого. Я просто не имею права, даже никакого морального права вводить их в страдания. То есть это их осознанный выбор, если они хотят мне посочувствовать, да, но как-то культивировать это, либо намеренно передавать, что там надо страдать, там надо еще что-то, я просто не могу себе это позволить. И поэтому для меня, как для мастера, как для специалиста, как для человека, как для жены, да, как для мамы, единственное, что можно сделать, это быстрее восстановиться и начать жить, начать ощущать счастье, независимо от того, что происходит, и уже транслировать всем людям вокруг себя светлое состояние, которое принесет пользу миру. То есть моя задача глобальная – это нести пользу миру. От того, что я буду страдать на год больше, пользу это миру никакую не принесет. Да? То есть, но я могу показать, что ты хочешь поменять свою жизнь, тогда я тебе могу в этом помочь. Да? Ты можешь пройти условно курс, да, 6-недельный «Источник внутренней силы» и понять то, какую позицию я транслирую, да, и понять вообще, что чувствуют счастливые люди, независимо от того, что происходит в их жизни. Поэтому я себе помогала сильно, у меня много друзей, да, много специалистов, которые могли мне помочь, которые предлагали, там, просто писали, там, хочешь, я тебе сеанс проведу, там, хочешь, я тебе там консультацию проведу, там, приходи туда. И я, естественно, знаю, какие методы на мне работают, а какие не работают, потому что за свою жизнь я перепробовала огромное количество различных методик, и я уже понимаю, какие работают, а какие мне, например, не экологично использовать. Да? Поэтому я просто выбрала те направления, которые меня восстановили. Да? И я сделала все поэтапно. То есть у меня был этап страданий, да, то есть, горевания, так сказать, да, то есть этап горевания, когда нужно было из тела вывести то, что в нем появляется. И была работа с подсознанием, чтобы все, что я осознанно не могу вывести, да, так как внутренний критик в любом случае будет говорить, да все уже нормально, ничего не надо прорабатывать, да, то есть все хорошо, то есть живешь и живи. Но в любом случае со специалистом я проработала на глубинном уровне те вещи через гипнотерапию, которые я не смогла бы найти и трансформировать в себе сама. Вот. И, конечно, психофункциональная разблокировка, я в нее захожу сама, то есть мне не нужен проводник, и я очень успешно на себе применяла психофункциональную разблокировку. Я и до этого на себе, раньше мы как раз с мужем проводили эти сеансы вдвоем, потому что он тоже был психологом, а сейчас я провожу их одна.
Вот. У нас сейчас появляется куратор, я думаю, что скоро у меня появится напарник в этом направлении, и мы уже будем тоже проводить вдвоем, но пока я провожу одна. Вот. И это как раз-таки те техники, которые помогают мне. И каждый человек находит свои техники. Да? То же самое уединение, прогулки на природе, водные процедуры, там, ванна, бассейн, море, отпуск. Может, человек никогда на море не ездил, в отпуск никогда не ездил. Да? Конечно, он вот в этом зажатом состоянии, если у него еще что-то произойдет, ему будет еще лучше находиться в страдании. А если он просто возьмет и скажет себе: слушай, у меня такое произошло, а я ни разу не был на море, да? Пойду я пострадаю на море. И человек может себе позволить, там, или пойду я на неделю в лес, там, в путешествие, через действие, или запишусь в спортзал, да, то есть это же может быть все экологично. То есть человек через тело, он начнет бегать по стадиону, там, или там пойдет на гору залезет, да, там куда-нибудь, там на Эльбрус поедет или куда-нибудь. То есть человек должен выбрать для себя экологичные методы, да, чтобы понимать, что ему нужно в жизни не оставить так, как есть, потому что так, как есть, ему не нравится и не приносит ему счастья в моменте, а найти те методы, которые будут его заряжать. И это как раз-таки либо работа с телом, либо работа с внутренними остановками, когда человек учится медитировать, чувствовать свое дыхание, останавливать, да, внутреннюю суету. Через эту остановку происходит переоценка ценностей, и человек начинает трансформировать свою жизнь. И он может через это выйти. Но для этого ему нужно сначала найти, что его заряжает. Да, то есть, может быть, он всю жизнь жил не своей жизнью, может быть, он делал не то, что ему хотелось сделать, может быть, у него была детская мечта, может быть, он всю жизнь мечтал петь, а всю жизнь живет такой серой жизнью и так и стесняется, вроде ничего не мешает, деньги есть, время есть, а он так и не идет петь, да? И вот жизнь ему вот так вот создает, все больше и больше и больше нагнетает, ну вот не хочешь и еще дальше не хоти. Да, заниматься собой, быть счастливым, раскрываться, раскрывать в себе новые качества. А задача в том, чтобы человек понял, что вот я мечтаю о том-то, о том-то, о том-то, у меня есть такие-то, такие-то таланты, но я ими не занимаюсь. И это самое подходящее время страдания заменить на то, чтобы заниматься своими талантами. Да, идти петь, танцевать, там, в шахматы играть, все что угодно, да, но заниматься полезным и тем, что тебе нравится. Фокус, то есть человек просто вовремя должен поменять фокус. Да, может быть, у него совершенно после этой замены фокуса поменяется жизнь, и он скажет: я этой жизнью больше жить не хочу, да, мне нравится теперь путешествовать. Да, мне нравится теперь преподавать йогу, я теперь начинаю заниматься саморазвитием, да, я пойду поступлю на психолога, потому что я понимаю, что этот товарищ, который психолог, да, он мне сильно помог. Почему я до сих пор этого еще не делаю? Я тоже хочу себе помочь сам и помочь всем своим близким, потому что все остальные близкие до сих пор находятся в страданиях. Поступлю-ка я и стану-ка я психологом и помогу хотя бы ближайшему окружению. То есть человек может создавать инсайты какие-то, да, то есть раскрытие себя даже в каких-то критических моментах, даже в тех моментах, когда кажется, ничего не надо делать, да, как у нас. То есть получается, у нас родился ретрит во Владивосток. То есть у нас родился условно такой продукт, который может помочь большому количеству людей трансформироваться через путешествие. То есть это родилось благодаря тому, что я мужа похоронила во Владивостоке. То есть я похоронила мужа во Владивостоке, и я в любом случае буду туда ездить. А почему я буду туда ездить? Я могу взять заряженную компанию, которые хотят развиваться, которые хотят раскрывать свои внутренние качества, да? Заниматься практиками, заниматься йогой, саморазвитием и так далее.
А почему это не делать во Владивостоке? У нас просто родился продукт, да, то есть мы из минуса сделали плюс, хотя мы могли остаться в этом минусе, но зачем? То есть каждый человек должен понимать, какие плюсы для себя и для окружающих приносит вот это состояние, да? А почему вы мужа во Владивостоке похоронили? Мы мужа похоронили во Владивостоке, потому что он там какое-то время жил, и как раз его военная карьера была связана с этим местом, с Владивостоком, то есть служил он там. И вот все, что связано с войной, здесь в Сыктывкаре этого нет. Здесь в Сыктывкаре Александр был психологом, специалистом по дыхательным практикам, духовным мастером, наставником. Здесь, в Сыктывкаре, условно, никаких военных тематик не звучало и не было в его жизни. Да? Здесь у людей он ассоциируется как специалист по дыхательным практикам, как целитель, как мастер-психолог. Да? Здесь ни у кого он не ассоциируется как военный, как разведчик, как спецназовец. Да? Там, это только там. Вот, и поэтому я тоже так вот прочувствовала и решила вот эту сферу жизни оставить в том месте, где она и присутствовала. Да? Здесь, в Сыктывкаре, условно, не было этой сферы вообще, в принципе. Вот, поэтому и Владивосток — это прекрасное место, которое я с удовольствием буду каждый год посещать и с удовольствием буду показывать всем, кто со мной захочет посмотреть, потому что это огромнейшее место силы, там просто энергия намного отличается от нашей местной энергии, северной, да? Туда просто приезжаешь, и уже происходит расширение сознания. Туда приезжаешь, уже происходит наполнение человека, то есть вывод из депрессии 100%. Поэтому если у кого-то есть депрессия, приглашаю всех на этот ретрит во Владивосток. Японское море, Тихий океан, Желтое море, это для тех, кто поедет еще в Китай, потому что от Владивостока до Китая 4 часа на автобусе. Поэтому это такой ретрит, который дает новый взгляд на мир. Да? И человек, проделав такой путь, просто гарантированно выйдет из своей депрессии. Потому что я, когда поехала, то есть я прошла этот путь наедине сначала, да, то есть мы там похоронили, и я там сколько-то времени находилась, я посещала все места силы, храмы, все такие заряженные места Владивостока, которые мне передавал мой муж в том числе, да, где он проводил занятия, куда он ездил сам заряжаться, наполняться, то есть он всю эту информацию мне передал. И он тоже, мы с ним, и когда в Сыктывкаре жили, мечтали возить во Владивосток, как на места силы, да, группы. Просто теперь это делаю я. Да? То есть он должен был вернуться в августе, и мы должны были туда поехать. Вот он говорит, в августе приедете, когда я вернусь, приедете в августе во Владивосток. И вот так получается, что у нас в августе происходит ретрит. То есть, ну, просто его фактически нету, да, рядом. Но на самом деле это не чувствуется, потому что вот все пространство, все поле все равно пронизано так или иначе, да, то есть это же все у нас в едином поле, поэтому для некоторых людей, ну, прокачанных, так сказать, даже нету разницы, то есть есть человек рядом или нету его рядом, да, то есть здесь вы около меня находитесь или вы где-то там в Лос-Анджелесе сидите, да, то есть есть такие некие качества, да, либо свойства человека, которые могут даже не предусматривать наличие рядом какого-то партнера, либо союзника, либо человека. Но, тем не менее, вот эта атмосфера, она передается. Да? То, чему мы с мужем заряжали людей, да, то есть что человек может самовосстанавливаться, что человек может исцелять себя, что человек может дарить пользу людям, даже если у него что-то произошло. Да, то есть задача
из любого минуса в своей жизни сделать плюс. Вот и все. Просто научиться эти минусы не принимать близко к сердцу и быстро научиться тому, как из этого минуса сделать для себя пользу, счастье, радость и из этого минуса сделать ресурс. А вы всегда были такой? Как вы пришли вот к духовному миру? К духовному миру? К духовным практикам, к целительству, к психологии? Практически до 30 лет я жила обычной жизнью, у меня был муж, 2 детей, я ходила на работу, да, но единственное, каждое место мне нравилось, очень нравилось, поэтому я никогда не занималась тем, что мне не нравится. Все, что я делала в жизни, все мне абсолютно нравилось. Но это было не то, для чего я рождена. Да? То есть это было не совсем то мое предназначение, а этап, то есть условно до 30 лет был этап моей подготовки, да, этап нарабатывания внутренней силы, но пока еще не совсем осознанно, да, то есть через какие-то сложности, через какие-то деструктивные состояния, да, то есть через какие-то неэкологичные, возможно, моменты. Вот. Но в любом случае нарабатывалась сила и осознание того, что в жизни надо что-то менять. Да? То есть как раз-таки первые 30 лет я приходила к тому, что мне это, все, что меня окружает, не нравится. И я просто начала погружаться в то, что мне нравится. Я начала изучать телесные практики, психосоматику, я начала заниматься своим делом, косметические сначала услуги открыла, да, потом перешла на телесные практики, на массажи, на психосоматику. И вот так произошло погружение в духовный мир, да, то есть потому что я поняла, что помимо тела у человека есть еще и душа, и просто тело невозможно исцелить. Если в душе есть какие-то нерешенные вопросы, с телом работать бессмысленно, да, то есть люди могут годами ходить на массаж, но внутренний блок им все равно вызывает боль, у них вызывает боль. Да? И поэтому я вот параллельно начала изучать и телесные все процессы, да, у человека, как можно человека восстановить с помощью массажей, с помощью психосоматики, и погружаться в духовные практики, ездила в различные тоже ретриты, на обучение ходила по психологии, то есть начала углубляться в психологию, потом уже подключила к этому гипнотерапию, психофункциональную разблокировку и, естественно, личный опыт. То есть личный опыт — это на самом деле ведущее, да, во всем этом изобилии практик, потому что я буквально ездила на обучение, это было не в Сыктывкаре, то есть я постоянно ездила в другие города каждый месяц, обучения были дорогостоящие, то есть у меня была цель, у меня был фокус стать вот тем мастером, который может создать состояние здоровья, состояние счастья, состояние гармонии внутренней. И, по сути дела, я им и стала. То есть я просто ходила и светилась на тот момент. Я просто проходила по улице, там мне даже подружка говорит, по Москве мы с ней идем, она говорит, можно я сзади тебя пойду, позади? Я говорю, а что такое? А я, говорит, посмотрю, как на тебя люди оборачиваются. А то ты, говорит, идешь по дороге, а люди вот так вот оборачиваются и заряжаются одним внешним видом, да, то есть я вот на тот момент просто излучала вот это счастье, и мне даже можно было слов не говорить никаких, просто человек приходил в кабинет, я могла что-то с ним сделать, могла ничего не делать, но он уходил счастливый. И он не понимал, что такое, а это просто было состояние, то есть он заряжался состоянием счастья. И вот как раз в этом состоянии я и познакомилась с мужем, со своим мужем, да, который потом с Питера приехал сюда, и у нас появилась семья. То есть это такое
самое-самое раскачанное состояние мое, когда я просто летала, можно сказать, да, то есть, возможно, была какая-то некая степень улетевшести, да, если это можно так назвать, но все равно это опыт. Это опыт, и это классный опыт на самом деле, когда ты можешь просто излучать счастье из любого события. Вот. И с легкостью все решается. Когда ты только подумал, а у тебя уже это реализуется. Да? То есть, когда каждая твоя мысль сразу же переходит в материю. Да? То есть такие интересные случаи были. Даже когда я должна была ехать на какое-то обучение или на какой-то ретрит, и я тогда снимала на тот момент кабинет небольшой в другой части города, около Граней. И я сижу и думаю, так, я уезжаю на 2 недели, кабинет мой будет пустовать, мне нужно найти какого-то массажиста, чтобы он выполнял мои функции. Я сижу, думаю, надо подать объявление. Я сижу и думаю об этом, я еще даже не успела ничего написать, вслух произнести, стук в дверь. Открывается дверь, какой-то парень незнакомый, и говорит: девушка, а вам массажисты не требуются? Я такая: требуются? И он заходит, просто незнакомый человек с улицы, приходит, и вот так вот ментально я смогла притянуть какого-то незнакомого человека. Но это один случай, а это происходило каждый день, то есть это просто, можно сказать, состояние волшебства, когда ты только думаешь, а у тебя это уже происходит. Вот, это, конечно, прокачивает. Волшебство. Да, это волшебство, и это прокачивается на самом деле. Как? Ну вот через такой путь, через практики, через занятия, саморазвитие. Я думаю, а мало ли вы сейчас скажете какую-то фразу, ну вот так, и все мы начнем прокачивать волшебство. Нет, оказывается, еще делать надо что-то. Да. Опытные предприниматели, многие говорят о том, что очень важно заниматься чем-то одним. Вы и гипнотерапевт, вы и психолог, вы предприниматель, вы проводите йогу, да, ведь еще? Гимнастику женскую. Женскую гимнастику. И массаж проводите. Вы еще и нумеролог. Как это возможно совмещать все в одном человеке? И вот что вы можете сказать? Действительно ли можно глубоко погружаться во все процессы, если у тебя так много их? На самом деле, да, то есть все, что во мне есть, это мой путь. То есть это путь моего духовного, профессионального и личностного роста. Да? То есть от точки, когда этого ничего не было, и до точки здесь и сейчас произошло определенное время, да, прошло время, и это время, можно сказать, 10 лет. Да, то есть и за 10 лет как раз вот происходит вот это раскрытие, да, то есть сначала я знакомлюсь с телом, да, потом знакомлюсь с тем, что нельзя потрогать руками, да, что называется там духовными практиками, нумерология, школа развития сознания, да, по системе Таро, которая совсем не Таро, а которая именно система, которая раскрывает человека и его невероятные свойства, да, то есть это не про гадание. Потом занимаюсь также вот всеми, что вы перечислили, да, психология, и все это вместе, это просто формирует такую основу, такую базу того, что я могу дать человеку пользу, в каком бы состоянии он ни находился. Да? Но это не значит, что я сейчас занимаюсь всем этим по отдельности. То есть на моем сеансе я могу применить каждое направление как инструмент, да, как дополнительный инструмент. Но, естественно, я стараюсь это все делегировать. Да. Сейчас у меня упор идет как раз-таки на курс «Источник внутренней силы», на гипнотерапию как сопутствующее направление, которое помогает глубже достичь результатов, и на психофункциональную разблокировку, которая помогает глубже очистить человека от ненужного. Да? То есть мой фокус это чтобы привлекались люди, да, которые уже обладают какими-то
навыками, качествами, знаниями и наполняли пространство центра, естественно, чтобы мне это не нужно было делать самой, потому что у меня есть комплексная такая процедура, да, я ее условно называю гипнотерапией, но в этой процедуре я могу включить любые, могу человека на массажный стол положить, если это нужно в моменте. Могу ему сделать нумерологический разбор, если это нужно в моменте. Да? То есть все достается по необходимости. То есть, и по сути я уже не один год говорю, что я массажем больше не занимаюсь, но не все просто мои клиенты, которые всю жизнь ко мне ходили, готовы переходить к другим мастерам. Но сейчас я стараюсь брать очень мало людей, только те, кто очень сильно, ну, условно, меня об этом попросит, да, и кто только со мной коммуницирует. Вот. Но сейчас у меня есть единомышленники, помощники, да, которым я могу спокойно делегировать с удовольствием. То есть я обожаю делегировать. То есть делегировать — это мое любимое дело. То есть это то, чем бы я занималась днем и ночью. То есть я готова делегировать все, чтобы я находилась в состоянии счастья, чтобы я делала только то, что мне нравится, чтобы я ничего не делала через силу. Да? Даже те массажи, на которые ко мне записываются, я буду делать с удовольствием, если это будет ну, что-то уникальное. Да? То есть массовости, естественно, ну, в моем случае уже не будет. Но у меня она была, то есть у меня был этап чистого мастерства, когда я оттачивала свое мастерство, когда я просто про человека знала все и даже больше, и когда я занималась именно этим человеком, когда я делала все, чтобы он стал идеально здоровым, гармоничным, счастливым и так далее. То есть это был такой длительный пласт моей жизни, и он даже вызвал некий перекос, то есть из семьи, то есть из каких-то личных временных, да, процессов, то есть я фокус делала только на профессионализм. И это просто был этап мастерства, и это тоже нормально. Это крутой опыт. То есть когда я могла в день по 8 человек принимать, и когда я просто... У меня был такой конвейер из людей, и я с каждым человеком все больше и больше заряжалась, у меня становилось больше сил, у меня отпадала необходимость есть, отпадала необходимость спать, отпадала необходимость какие-то человеческие функции проявлять. То есть это тоже было круто, да? Когда меня спрашивали: слушай, а ты мне делаешь массаж, а я смотрю на тебя, а кайфуешь ты. И мне говорят: ты, наверное, сильно любишь свою работу. Ну, то есть, когда ты не устаешь, когда ты ходишь на работу, и ты не устаешь, и ты даже не думаешь о еде, ты не думаешь о сне. И вот на тот момент, когда я уходила в мастерство и в профессионализм, я могла спать по 2 часа в сутки, да, там с 8 до 10 работала, то есть я кайфовала от этого. И вообще не уставала нисколько. Ну и, естественно, еще и дополняла это все практиками своими. Вот, это тоже было, но этого больше не будет. Я от этого ушла навсегда. Теперь в моей жизни должна быть и будет полная гармония. Я уделяю время и семье, и профессии, и себе, и партнерам своим, и коллегам, да, то есть и здоровью своему, и путешествиям. То есть задача человека — все попробовать в своей жизни, что ему нравится, но потом из всего этого создать баланс. Когда у него и дети счастливы, и жена, и муж получают внимание и видят вообще партнера своего дома, да? Когда есть путешествия, когда есть работа, когда есть союзники, которые всегда могут заменить. Я сейчас взяла, уехала на несколько дней в Питер, да? Мне это было нужно. И у меня мои партнеры, мои единомышленники, мои коллеги смогли вот все эти функции не остановить в центре. Да? То есть центр не должен переставать работать, если я из него выхожу. То есть это такое место, которое помогает всем, кто здесь есть. Да? Один заболел, другой его подменил. Да? У одного что-то не получается, он позвал еще 2, у 3 получится. Да? То есть это то, для чего должен жить человек,
чтобы в итоге прийти к гармонии, когда у него и на работе все хорошо, и в здоровье все хорошо, и выглядит он прекрасно, и дети у него счастливы, и гуляет он достаточное количество времени, да, и спит, и ест. В общем, это то, к чему в идеале приходит счастливый человек, который потом не думает, где я потерял свое счастье, там или там. Да? То есть вот в чем смысл. Анна, чего вы боитесь? Даже не могу сказать. Неизвестности. Иногда есть страхи, да? Иногда я думаю, что я боюсь неизвестности, и я захожу в нее, и я начинаю кайфовать от этой неизвестности. Какое-то время я думала, что я боюсь замкнутых пространств. Я зашла в это состояние, и я кайфовала от него. То есть я на самом деле тестирую. Я люблю ходить по острию. Я люблю вот это вот все я люблю. Раньше, особенно раньше. Сейчас я как будто бы наслаждаюсь просто процессом. А раньше я прямо намеренно заходила, мне доставляло удовольствие вот прочувствовать все грани, все возможности. А как еще я могу, да, то есть у меня всегда вопрос, как еще я могу, а как еще я могу. И на самом деле, вот раньше, когда я была не прокачанная, я боялась, то есть, может быть, стеснялась чего-то. Сейчас очень надо подумать, чего я боюсь. Вам 39 лет, вы прекрасно выглядите. Мы уже поняли, что, конечно, практики имеют большую роль в этом, но, может, есть какие-то, знаете, как у Фаины Раневской, да, несколько правил жизни. Можете сказать свои правила жизни? Возможно, они помогут и нашим зрителям что-то поменять в своей жизни. Вообще, насчет внешнего вида я сразу же отмечаю, то есть, когда я сплю недостаточно, когда раньше, в молодости, когда мне было там до 30 лет, это не сказывалось, да, но сейчас я чувствую, что если я недостаточно сплю, это сразу же отражается на лице. Если я выполняю те функции, которые мне не нравятся, из состояния «надо», это тоже сразу же отражается на лице. Если я, условно, сделаю слишком много тех вещей, которые мне не свойственны. Да? Например, вот мне не свойственна систематизация, скрупулезное сидение там, за компьютером, подсчеты, таблички, какие-то схемы. Вот лично мне это не свойственно, но есть огромное количество людей, кому это свойственно. Вот если я буду делать те вещи, которые мне не свойственны, которые я делать не люблю, и не хочу, это сразу же будет отражаться на моем состоянии здоровья и внешности в том числе. Поэтому всем желаю познакомиться с собой, понять, кто я, из чего я состою и вообще какие во мне качества самые классные, самые легкие, самые заряженные. И заниматься тем, из чего состоит человек и что ему делать легко. Не заниматься тем, что ему делать трудно, да, а найти того партнера, вот как у меня, да, Николай, он любит считать, делать таблички, делать какие-то аналитику, анализ, да, вот он любит в это погружаться. Я не люблю, вот если я буду в это погружаться, я выйду из ресурса и буду искать свое счастье. Где же мое счастье? Там буду бегать, да, искать его. Но если человек находится в балансе, да, у него внутренняя опора сформирована, он не будет делать то, что ему делать не нужно. Да? То есть он найдет человека, который поможет ему это сделать. Главное обращаться, искать и чувствовать себя. Покажите нам ваш центр, расскажите, что в нем есть и в каких кабинетах что проводится. Вот здесь, в этом кабинете, проводится массаж, иногда индивидуальные консультации,
психосоматика, телесные процессы. То есть здесь у нас стоит кушетка, вот уютный камин, да, и здесь человек может погрузиться в атмосферу, расслабиться, перезагрузиться, восстановить свои силы, наполниться и прочувствовать все прелести всех видов массажа, которые только возможны ну вот в нашем центре, да, хотя у нас большой выбор и лицо, и тело, и спа, и психологические методы массажа, то есть самые различные. Даже вот огненный, я сегодня вот уже некоторых напугала, огненный массаж, массаж горячими камнями, скребковые массажи, обертывания, то есть это все есть для восстановления тела. Есть еще у нас другой кабинет, в нем я провожу гипнотерапию, психологические консультации, консультационный кабинет. Там мы проводим какие-то устные, да, распаковки, ну, либо по необходимости тоже работу с телом, индивидуальные сеансы. Потом у нас еще есть 2 зала, в них мы проводим групповые занятия. Групповые занятия – это курс «Источник внутренней силы», который проходит одновременно и офлайн, и онлайн, да, то есть те, кто из других регионов, городов, тоже могут подключаться. Вот. Психофункциональная разблокировка в группе, она происходит лежа на ковриках, то есть мы укладываемся, и человек, каждый заходит в свои состояния и начинает вот делать то, что я выше уже рассказывала, да, то есть решать свои внутренние конфликты. Также йога, гимнастика, резонансные танцы, экстетик дэнс, то есть танцевальные направления, это тоже мощные психологические направления, которые позволяют телу освободиться от ненужных эмоций, либо включить нужные мышцы, да, то есть через экстетик дэнс происходит высвобождение, да, раскрепощение тела, позволение себе чувствовать свое тело. Через резонансные танцы происходит включение микромышц, которые были когда-либо заблокированы в теле. Особенно важно это для женщин, да, когда тазовые мышцы заблокированные, зажатые, они не дают нормального кровоснабжения, питания, нормального функционирования органов малого таза, репродуктивной системы. Это очень важно, потому что там тоже находится женское счастье, да, то есть поэтому через резонансные танцы можно выровнять свою структуру, восстановить свое женское здоровье, да. Что у нас еще есть? Женская энергетическая гимнастика, которую я провожу, она направлена, можно даже сказать, не на человека с улицы, да, а я больше, ну вот смысл этой гимнастики в том, что все, кто у меня чему-либо обучился, там, я, так как хороший профессионал в массаже, я постаралась перед тем, как завершить эту сферу, по максимуму передать все свои знания другим людям, да, то есть я проводила обучение, сейчас тоже планирую 2 обучения, передать свои знания по психосоматике и по знаниям, как работать с лимфатической системой, то есть периодически у меня поступают запросы, чтобы я научила, я формирую группы и передаю свои знания, потому что ну, у меня эта сфера как бы закрывается, я лично это делать не буду, да, поэтому по максимуму передаю. Вот обучение поэтому проходит тоже у нас в центре. Еще проходят у нас арт-техники, да, арт-терапия, то есть это различные виды рисования, правополушарное рисование, творческое рисование, когда мы начинаем убирать те шаблоны, которые уже сформированы в наших нейронных связях, и формировать новые состояния, новое творческое раскрытие человека, решение каких-то сложных ситуаций. То есть это можно делать различными методами, поэтому человек, когда приходит к нам в центр, он может получить комплекс услуг, которые ему многогранно помогут. То есть он и с психологом поработает, он и телом своим позанимается на йоге или на гимнастике, да, или на танцах. Он и проработает конкретную какую-то ситуацию через гипнотерапию, либо через прорисовку этой ситуации. То есть идет комплексный подход.
Да? И самое главное, если у человека все хорошо, ведь мы не можем опираться только на тех людей, у которых что-то плохо. То есть наша-то задача развивать общество, да? То есть раскрывать возможности человека. И есть ведь люди, у которых все хорошо, да? И с этими людьми тоже можно работать. И мы как раз-таки и работаем, у нас отдельно курс направлен на тех, кому нужна помощь, да, там, допустим, там многодетные, там одинокие, там люди, у которых что-то, сложности какие-то, и на тех, кому нужно масштабирование либо раскрытие, да, то есть мы работаем и с бизнесом, и с людьми, с предпринимателями, с теми, у кого уже что-то получилось, и кто хочет улучшить полученный результат. То есть мы показываем те техники, да, которые вот в рамках курса, которые помогут человеку усилиться, даже если у него все хорошо, да, то есть чтобы было еще лучше. То есть наша задача именно увеличить количество людей в нашем городе и в целом на планете, которые чувствуют себя счастливыми, да, которые чувствуют, что у них все получается, которые не боятся обращаться к специалистам, не боятся делать действия, да, у которых есть внутренняя опора, внутренняя мотивация. И вот в этом смысл нашего центра – увеличить количество людей, которые вот обладают этим состоянием внутренней силы, внутренней опоры, умения действовать, умения пробовать, умения заходить в новое и получать конкретные результаты. То есть и для всех зрителей вы еще подготовили подарок. По промокоду «Источник» 10% будет у вас скидка, бонус при покупке абсолютно любых услуг в центре. И есть еще подарок, это промокод на 5000 рублей, тоже по слову «Источник», на курс «Источник внутренней силы». И первое занятие, да, там у вас вообще бесплатно абсолютно для всех людей, то есть каждый может вступить и просто посмотреть и понять, насколько же он дальше хочет идти. Да. Да, и мне кажется, это крутая возможность и познакомиться более глубже с вами. Коля, расскажи вот эту историю, как ты принял решение взаимодействовать с Анной, стать партнером, ты вообще был руководителем лайк-центра, и тут духовная сфера. Ну смотри, я с 2017 года занимался в таком, так сказать, материальном развитии, да, пошел в бизнес-образование, занимался с учениками, ко мне приходили разные люди, да, это и начинающие предприниматели, и действующие предприниматели, но все хотели как бы денег, да, что-то материального, чтобы реализоваться, чтобы как-то раскрыть свой потенциал через бизнес, через какие-то вот такие направления свои. Вот. Но у всех была одна и та же загвоздка. Не хватало вот, действия, все останавливались с точки зрения мышления. Потом я начал копать мышление, потом начал копать еще глубже, что дошел до таких направлений, как определенная эзотерика, да, что-то неизведанное такое, которое есть тоже в нас, присутствует как материальное, так и духовное, что-то такое, что нельзя ощутить. И мне стало вот это направление интересно, и поэтому я все глубже и глубже познавал людей, раскрывал их и, так сказать, находил такое предназначение каждого человека, который может как бы реализоваться в этой жизни проще и легче, да, вот, потому что ко мне приходили, и это все было у людей как в тягость шло, как бы говоришь сделать определенные действия, а человек как бы их с трудом, как будто бы скрипя душой, как бы начинал делать. Вроде бы и было желание внутренне куда-то идти, но человек из избытка массы возможностей, он просто как бы сидит на месте и думает, как бы, что делать. Или из-за определенных страхов, или определенных там переживаний, там получится, не получится, или что-то еще. И не было у людей какой-то вот уверенности. Я сам через это прошел. И когда мне, допустим, подсветили, что у меня есть такой вот как талант звезды подсвечивать людям и чувствовать аудиторию, я как бы, ну, условно, больше начал раскрываться. И когда человеку раскрыть вот этот вот, подсветить определенные моменты, которые человек может в себе, так сказать,
раскрыть, да, одно и то же слово, но все смысл в том, то, чтобы человек начал идти в свое предназначение. Определенный фокус наметил для себя по жизни и начал действовать продуктивно, чтобы этот слив определенной энергии не шел в какие-то другие ситуации, да, какие-то другие, может быть, переживания или проблемы, или там страхи, да, и тем самым я как бы понял, что в этом у меня еще мало опыта, больше у меня опыта там, в материальных каких-то вот этих действиях, да, а в духовных действиях, в таких вот неопознанных еще действиях, вот как раз Анна в этом была таким профессионалом, можно сказать, прошла свой путь в этом направлении, и, соответственно, мы соединились сейчас с точки зрения материи и духовной части, чтобы человеку дать полноценно вот, раскрыть все моменты в нем. Вот. И также наш курс, как раз «Источник внутренней силы», направлен на то, чтобы человек не просто как бы через действие все проходил, а чтобы через определенные духовные моменты понимал, что ему ближе, что ему легче, что ему больше откликается. И, соответственно, там и духовная часть, и мышление, и материальная часть, чтобы человек начал делать что-то в материи, в действиях, чтобы это получалось, в результат переходило. Что изменилось в твоей жизни, какой она стала после того, как ты начал заниматься духовными практиками? И какими начал заниматься? Я начал медитировать, вот как раз, когда с Аней познакомились, прошел определенные там ом-чантинг, да, разные другие направления, как Access Bars, я до этого их не проходил, да, и я начал замечать то, что когда я медитирую, у меня вот здесь начинается холодок такой. То есть как будто бы раскрывается какой-то там третий глаз мой, да. И это при некоторых медитациях даже у меня этот холодок уже там на тело переходил, там, что у меня там определенная вибрация происходила. Вот, это ощущал вот на таком вот на материи. И стал более спокоен, более позитивен на таких, на высоких вибрациях себя держу, чтобы чтобы не поддаваться всяким разным стрессовым ситуациям, да, даже если они есть, эта ситуация не для того, чтобы я начал переживать, а для того, чтобы я задумался, как ее можно решить. То есть если мы ситуацию делаем, нагнетаем негативные мысли, то это становится проблемой. Если же к ситуации мы относимся нейтрально и думаем, для чего она к нам пришла, мы начинаем искать решение для того, чтобы прийти к новому результату. Вот. А так можно как бы уйти как бы в стрессовое состояние, в депрессии, и можно переживать и переживать. Потому что вот когда я, допустим, работал в Лайке, было очень много задач, много разных там действий нужно было делать. И я помню, не все действия там записывал в тетрадку, я проснулся как-то ночью, в 3 часа ночи просыпаюсь, у меня просто вот здесь вот голова кипит. Кипит. Что такое? Нужно все это выложить на бумагу. Как бы выложил все на бумагу, и у меня вот это, как бы, вот это все прошло. Вот. Условно, очень много было задач, которые нужно было решить, и все это держал в голове. Вот. Нужно было перенести это все на материю. Есть такой стереотип, что духовная сфера – это сфера, в которой либо очень мало денег, либо же нет денег, что-то такое, чуть-чуть отлетевшее что-то. Ты человек, который в материальном мире работал, учил других предпринимателей. Сейчас вот у тебя есть духовная сфера. Нашел ли ты какую-то золотую середину? Улетел ли ты? Или ты по-прежнему стоишь твердо на ногах, и наоборот, может, у тебя доход увеличился? Можешь вот про материальность рассказать? Получается то, что, если нужна здесь определенная как бы грань, да, середина. Если ты прям уходишь в духовные практики, то ты отлетаешь от материи совсем, как бы тебе перестает хотеться там и деньги, и какие-то блага жизненные, да, но мы все равно живем в реальности, на земле, да, и, соответственно, уходить прямо туда
ну, как бы на 100% там не стоит. Нужно как раз и объединить и материальное, и духовное направление, чтобы тебе было проще проходить определенные моменты в этой жизни, да. Вот. И я как с точки зрения духовности просто, ну, начал меньше переживать. Вот. Это говорится о том, что духовное это, что есть что-то вовне, да, по-разному называют, или Бог, или источник какой-то, или же Вселенная, или же какие-то энергии, да, это все об одном, только разными словами. Вот. И что-то нам все равно помогает, помогает идти, потому что есть наше физическое состояние, это тело, но есть наша душа. И это даже доказано уже учеными, что когда человек умирает, он сразу же там худеет, как бы вес его уменьшается, условно там на полкилограмма, да, и, ну, условно, душа уходит. Даже есть там, на видео какие-то доказательства того, что вот, ну, что-то такое улетает. Вот. И, соответственно, если мы будем в ладу и с душой, и с телом, то, соответственно, в материальном мире мы сможем реализоваться более эффективным путем. А если у нас есть такой диссонанс, как будто мы находимся, вот, наша душа мается, да, мы как будто мы находимся в клетке. Это вот у меня было, вот, когда наступает кризис среднего возраста у человека, да, особенно там, от 30 там, до 40 лет, это явно такое, вроде бы у тебя есть еще энергия, да, но ты не знаешь, куда ее деть. И ты как будто как птица в клетке пытаешься что-то как бы вылететь куда-то, но у тебя это не получается. А когда ты находишь определенные моменты чего-то глобального, чего ты хочешь в этом мире изменить, допустим, да, может быть, какую-то свою миссию найти в этом мире, не знаю, там, помочь там тюленям, к примеру, там, либо, может быть, глобальные какие-то моменты с точки зрения там, потепления, да, или какие-то. Вот если у тебя есть большая какая-то миссия, если ты нашел ее, то ты в материальном мире, ну, начинаешь быстрее это реализовывать. Потому что зачастую человек просто условно сидит на своей работе, как я вот работал, и я как будто бы оттуда уже как бы, ну, не получал какого-то ресурса, да, у меня не было там рвения куда-то там идти по карьерной лестнице, мне хотелось самореализации, чего-то вот как бы другого, да, и я нашел вот это направление как раз, когда я начал заниматься бизнес-образованием, когда я просто сначала хотел просто бизнес какой-то, а потом я понял, я могу помогать другим людям, которые хотят тоже самореализоваться. И меня это сжигало, меня это просто вдохновляло настолько, что я готов был кричать везде насчет того, что люди, очнитесь, как бы, начните как бы смотреть вовнутрь, что вы вообще хотите в этом мире, в чем вы хотите реализоваться. И чтобы это давало такой толчок, чтобы как бы в душе как будто бы зажегся какой-то огонь у человека, да, чтобы у него появилась эта энергия сдвинуться с места и начать действие. Самое как бы сложное это в начале пути, потому что как вот на машине, да, на первую передачу вставил, да, и самое большое количество энергии, которое нужно затратить, это на начальном этапе, начать движение. А потом, если движение ты начал, ты уже постепенно понимаешь, как рулить, как, куда крутить, да, какие кнопки там нажимать, и там вторую передачу, третью передачу, это уже там энергии меньше затрачивается. Но главное вот этот вот этап пройти на первой передаче, да, который самый сложный, начать действовать, начать движение. Для этого нужна вот мотивация, нужно определенное вдохновение, нужно идти по душе, да, и, соответственно, ты начнешь самореализовываться в своем направлении. Благодарю тебя за разговор. Пожалуйста. Я тебе уже говорила, что ты такой стал мягонький сейчас. Но это не про слабость, это про какую-то внутреннюю силу, но вот она мягкая какая-то стала. Это чувствуется. Ну вот, я больше, даже с духовной частью, больше начал как-то к людям относиться по-другому. Не то, что я как-то изменился, я больше людей начал понимать, что мы в мире как бы
ну, условно, все равны. Мы все из одного источника, и все наши души, как бы, все, как бы, где-то мы там, оттуда пришли, туда же уйдем. И, как бы, переживать, что кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то там какой-то не такой, как бы я уже перестал, я просто, ну, как бы принял то, как есть, да, потому что раньше были какие-то убеждения того, что там, ну, они навязаны всем убеждения были, что кто-то плохой, он тебя там, допустим, подставит, да, или он тебе там что-то плохое там сделает. А сейчас я как-то расслабился, да, и как бы получаю условное удовольствие от того, что происходит. Вот, и не заморачиваюсь в каких-то там других моментах. Вот. Из-за этого стал какой-то более раскрытый, наверное, более мягкий к другим людям, которые меня окружают. Потому что я ставил определенные границы, да, потому что, ну, условно, если ты не хочешь, чтобы тебе навредили, ты с человеком не будешь контактировать, будешь определенные блоки ставить, да, это на невербальном даже уровне, да. А когда ты понимаешь, что все условно, все нормальные, все хорошие, все просто хотят добра друг другу, да, то тогда и раскрытость уже совсем другая идет, уже и коннект уже другой, эмпатия. Супер. Спасибо. Вам спасибо.